Бисмиллахир-рахманир-рахим. С именем Аллаха, милостивого и милосердного, мир вам и милость Всевышнего. Уважаемые братья и сестры, как мы все знаем, мы проживаем благословенное время, время священного месяца Рамадан. С ним благословение от Всевышнего, Его милосердия, месяц, с которым открываются врата прощения от Аллаха. Хвала Всевышнему! Каждый год мы убеждаемся, насколько у человека большое родство с поклонением своему Господу. Как верующие усердствуют в этом, мечети по всему миру заполнены искренними молитвами и дуа. Верующие стоят в своих молитвах до восхода солнца, читают священный Коран, выплачивают закат, раздают милостиню. По милости Всевышнего, верующие в нашей республике обращены к Аллаху с покорностью, проводя ночи в поклонении, совершая таравих и тахаджуд намазы, соблюдая пост, давая возможность совершить ифтар. Проезжая ночью и днем мечети, мы можем видеть машины, стоящие перед домами Всевышнего. Хвала Аллаху за все Его милости. Ид аль-Фитр – долгожданный праздничный день. День, когда мусульмане всего мира поздравляют друг друга с окончанием месяца поста, благословенного Рамадана. Этот день наполнен глубочайшей верой со стороны верующих, поскольку праздничный день начинается с молитв, и весь день наполнен милостью Всевышнего Аллаха. Праздничные дни должны восприниматься как благо, дарованное Всевышним Аллахом, и как сунна пророка, да благословит его Аллах и приветствует. В этом празднике есть две большие обязанности – совершение праздничного намаза и садака аль-Фитр. Когда мы находимся в благе, возводятся мечети, строятся медресе, прокладываются дороги, тогда открываются пути к воздаянию хвалы Всевышнему за все Его милости. Мы находимся в ожидании праздника Айд аль-Фитр, праздника разговения. Это день, возвеличенный в священном Коране Аллахом, день, о котором говорил в своих хадисах посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, и который он сам праздновал, день, которому предшествует целый месяц воздержания верующими от еды и питья ради своего Господа, в котором посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что держать пост является запретным, чтобы мы посещали друг друга, ходили в гости, принимали пищу вместе, чтобы усилилась любовь между верующими. Как нужно провести праздник Айд аль-Фитр? Перед наступлением этого дня лучше всего совершить гусль, полное омовение, привести себя в порядок, постричь ногти, упорядочить волосы, потому что все это является сунной посланника Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям. Надеваешь красивую одежду, пользуешься приятными маслами или духами, бываешь радостным, приветливым. Нам говорят не быть в этот день хмурыми и обиженными. Это день благодати, в котором спускаются тысячи ангелов с небес, с милостью и благодатью от Всевышнего. Нам велено не лишать себя всех этих милостей, злобой и обидой в тот день. Праздничные дни – это возможность для прощения грехов, пробуждения сердец и наполнения душ чувством милосердия. В суре Юнус Всевышний Аллах говорит: «Скажи, это благо от Аллаха, ислам, и Его милость, Коран. Пусть они радуются этому, ведь это лучше всего, что они собирают, лучше всех земных благ». Дарование нам этого дня Айд аль-Фитр, радость от возвеличивания посланника Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, все это является милостью от Аллаха. Нам следует благодарить Всевышнего за все Его милости, радоваться этому, потому что это дорога, ведущая в рай. И все это, говорит Всевышний, является лучшим, чем все то, что мы собираем на этой земле из мирского. Какое бы благо из мирского ты ни приобрел, все это остается в этом мире. Однако, все, что было израсходовано на пути Аллаха, путь, проделанный ради Него, сказанное слово, розданное имущество, проделанный труд, если все это было ради Всевышнего, то это дела, ведущие в вечный рай. Праздник Айд аль-Фитр приносит нам радость,
потому что это день милости и прощения, когда верующие посещают друг друга, прощают, усиливают родство, создают новые знакомства. Священный день, в котором Всевышний запретил, сделал харамом держать пост, чтобы путем угощения и приготовления пищи мы стали ближе друг к другу. Основная сущность праздника заключается в том, что мусульмане благодарят Всевышнего Аллаха за то, что смогли в течение месяца хоть немного искупить свои ошибки, улучшить свой нрав, оставить в прошлом какие-то пристрастия, не соответствующие религии, соблюдать пост, поскольку он является третьим столбом ислама. Нам велено проявлять в день Айд-аль-Фитр красоту, внешне и внутренне. Всевышний любит, когда его раб красив внутренне и проявляет эту красоту внешне. В хадисе посланника Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, сказано: «Поистине, Аллах красивый, и Он любит красоту». В другом хадисе говорится: «Аллах Всевышний чист и любит чистоту. Пусть Всевышний дарует нам свою милость». В день Айд-аль-Фитр мы выплачиваем закат-уль-фитр. Его можно отдать и в другие дни Рамадана. Это выплата с каждого члена семьи определенного имущества, будь то рис, пшеница, другие зерновые культуры или же деньги. Перед тем, как выбрать зерновую культуру, смотрят, что больше всего едят в данной местности. Закат-уль-фитр выплачивается с себя и членов своей семьи, и без разницы, обязательно ли ему выплачивать ежегодный закат или же нет. Всевышний желает, чтобы в день Айд-аль-Фитр ни один верующий не сидел голодным, без еды. Он желает, чтобы мы особенно заботились друг о друге в тот день, выплачивая закат-уль-фитр зерном, деньгами, раздавая милостиню, приглашая верующих за стол, чтобы они попробовали еду и были сытыми, чтобы мы думали: мой брат не останется сегодня голодным, завидуя остальным, я по воле Всевышнего накормлю его, приглашу за стол, дам ему милостиню. Путем выплаты закат-уль-фитра мы очищаемся от грехов, выполняем свой долг, и с нас снимается эта ответственность. Если в тот день мы выплатим закат-уль-фитр, порадуем своего брата, сестру, пригласим кого-то за стол принять пищу, навестим своего брата, или же выплатим ежегодный обязательный закат с имущества, с выполнением всех этих и других благих дел, мы попадаем под хадис посланника Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, в котором он сказал: «Поистине, Аллах любит людей, которые радуют верующих». Сегодня есть люди, пребывающие в материальных затруднениях. Всевышний дарует удел кому хочет, в этом заключена его мудрость. С этим приходит и наше испытание. Помогаем ли мы своим братьям и сестрам, оказавшимся в затруднительном положении? Выполняем ли мы их просьбы? Во время, когда мы помогаем друг другу, Всевышний дарует нам свою милость. Аллах в Коране говорит: «Пусть они простят и будут снисходительны». Разве вы не желаете, чтобы Аллах простил вас? В день Айд-аль-Фитр верующий должен скрыть свою обиду и злость в знак уважения к большому дню, который любил посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям. Мы должны быть покорны велениям Всевышнего. В священное время мы должны прощать друг другу обиды. Аиша, радиаллаху анха, сообщила: «Однажды я спросила: о посланник Аллаха, скажи, если я узнаю о наступлении ночи предопределения, что мне следует говорить?» Посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: «Говори: о Аллах, поистине, Ты прощающий, щедрый, Ты любишь прощать, так прости же меня». Он велел Аише, радиаллаху анха, взывать ко Всевышнему этими словами. Поэтому мечети по всему миру переполнены верующими, взывающими к своему Господу именно этими словами. Когда Всевышний отвечает на мольбы своих рабов, то их грехи стираются так, словно их они никогда и не совершали. Вот насколько велика милость Всевышнего. Когда мы вызываем ко Всевышнему: «Ты любишь прощать», тогда Аллах велит и нам быть прощающими. В день Айд-аль-Фитр мы навещаем друг друга. Среди народов Кавказа есть строгие обычаи посещения родственников и знакомых. Как бы далеко они ни жили, каким бы трудным ни был путь, мы обязательно навещаем их.
Хвала Всевышнему за такой обычай, ведущий в рай. Много хадисов пришло на этот счет. Когда мы выходим в день Айд-аль-Фитр с целью навестить кого-то ради Всевышнего, Аллах говорит, что мы заслужили этим самым место в раю. «Я даровал тебе дом в раю», — говорит нам Всевышний. Когда мы принимаем кого-то в своем доме, накрываем ему стол, обходимся с ним наилучшим образом, даже если наш гость выпил всего лишь один глоток воды, когда он покидает наш дом, то он заполняется благодатью от Всевышнего, исчезают зависть, сглаз, колдовство, все неприятности. С гостем наш дом приходит благодать, и исчезает все плохое. И как мы можем не любить тех, кто навещает нас? Как мы можем закрывать перед ними ворота, если с ними такая благодать? Посланник Всевышнего, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что если раб Всевышнего совершает благое, то Аллах воздает ему за это благим уделом. Когда мы выходим из дома с целью укрепить родственные и дружеские связи, завести новые знакомства, то это признак того, что Аллах пожелал нам добра, и что Он дарует нам благо в нашем уделе. Облегчатся долги, будет помощь в возведении дома, хорошая торговля, даруется благо в нашем времени, увеличивается наше время в этой жизни. Это большая милость. Хорошее обхождение с нашими братьями и сестрами дарует нам рай. По причине милости к ним, празднование с ними Айд-аль-Фитра. Всевышний желает в тот день, чтобы мы проявляли милость друг другу. После совершения в джамаате молитвы Айд-намаза и после прочтения проповеди имамом, верующие навещают друг друга. На Айд-намаз именно в день Айд-аль-Фитр нужно пойти после приема пищи, а в день Айд-аль-Адха, Курбан-Байрам, если верующий пойдет на Айд-намаз до принятия пищи, то это засчитывается ему как пост. Однако он не должен ходить, утверждая, что он держит пост, поскольку в эти 2 дня праздника держать пост запрещено. Мы совершаем в этот день коллективный намаз в заполненной верующими мечети. Это Айд-намаз. Какая большая награда за эту молитву! По велению Господа не спускаются ангелы, затем они поднимаются, и Всевышний спрашивает, чем заняты мои рабы? И ангелы отвечают, они заняты поминанием Тебя, о наш Господь. Чего они желают? Они желают рая. Чего они остерегаются? Они остерегаются огня ада. Если они желают рая, остерегаются ада, собрались ради Меня, то они воскреснут только после того, как я помилую и прощу их. Когда верующие собираются, чтобы поминать Всевышнего, Аллах хвалится перед ангелами. «Смотрите на моих рабов, которые заняты поминанием Меня, которые покорны Мне, слушаются Меня». По воле Всевышнего, после завершения всех таравих намазов, с наступлением Айд-аль-Фитра и совершением Айд-намаза, мы попадем под милость Аллаха, очистимся от грехов, простим старые обиды ради довольства Аллаха. В Рамадан освобождаются от огня и наказания в аду огромное количество людей, только благодаря достоинству этого месяца перед Всевышним. Молим Всевышнего сделать нас из числа спасшихся от огня ада. Мир вам и милость Аллаха.